Все, наверное, видели красивое здание духовной семинарии на Чернышевского с видом на Зеленый луг. Она носит его имя, имя святителя Иннокентия Вениаминова, величайшего богатыря духа и тела, святого XIX века, апостола Сибири, Дальнего Востока и Америки. У семинарии стоит памятник его святейшеству. Батюшка Иннокентия православные якутяне могут считать своим святым, поскольку благодаря ему, его силе духа, дальновидности и широте души мы в Якутии исповедуем православие. У нас есть храмы, воскресные школы, святое писание, переведенное на якутский язык. Наши местные батюшки имеют возможность проводить божественные литургии на двух языках. И замечательно, что в этом году форум проходит, вот как сейчас сказали, под девизом слов святителя Иннокентия «Благополучие и счастье ищите в Боге». Это изречение великого просветителя Якутии совпадает с формулой главной цели развития нашей республики – счастье и благополучие каждого якутяна. В этом я вижу глубокий смысл. Вокруг этой цели нам всем надо сплотиться и идти в одном направлении вместе. И я уверен, что замечательная молодежь Якутии всегда будет в авангарде преобразований, продолжая традиции многих поколений якутян, которые силой духа и твердой верой веками хранили и развивали нашу родную Якутию. Успехов вам, друзья, во всех ваших благих начинаниях. Большое спасибо. Матушка, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про роль Свято-Иннокентьевского форума для молодежи. Ну, это у нас регулярное мероприятие ежегодное. Оно, во-первых, посвящено памяти святителя Иннокентия, одного из самых выдающихся миссионеров православной церкви, и который очень много сделал именно для просвещения Якутии, причем не только религиозного просвещения. Алфавит, там, культура в целом, это, в общем, его достижение во многом. То есть позволил, так сказать, произвести некий такой культурный цивилизационный обмен, что Якутия лучше интегрировалась в Россию. И, соответственно, скажем так, знания о нем много не бывает. Кроме того, это возможность пообщаться, возможность узнать даже не то чтобы что-то новое, хотя и новое в первую очередь, познакомиться с какими-нибудь культурными явлениями. Вот, например, сейчас мы будем смотреть фильм «Надо мной солнце не садится» Любови Борисовой, нашей режиссерки вот, из Якутии. Она наш человек. Вот. А потом завтра у нас будет замечательный виолончелист Ян Максин, такой международный, можно сказать, международная звезда, если так можно выразиться, инструментальной музыки. Вот, он Чикаго, Россия, ну вот свой дальневосточный тур он начал, получилось, с Якутии. Завтра же у нас будет презентация книг. Это не обязательно, не только новые книги, то есть вот основное, что будет презентована, это книга пророка Ионы на 3 языках. Перевод первый вообще в истории, перевод этой книги библейской на якутский язык. Кроме того, по просьбе студентов наших якутских, и семинаристов, вообще наших якутских студентов, там переведен текст также на английский язык. Вот. И таким образом получилось трехязычное издание: русское, якутское, английское. С иллюстрациями замечательно, тоже наши художницы, Марии Адамовой. В якутском стиле они сделаны. Поэтому я теперь всем рассказываю, что там кита, который проглотил Иону, изображает кобейский карась. Вот. Вот. И кроме этого будут книги уже давно изданы якутской епархией, но они не теряют своей актуальности, потому что вообще Слово Божие на якутском языке — это очень важно. Особенно если вот, ездить по деревням, например, да, или там по небольшим городам. Да и, в общем-то, и в Якутске тоже. Если люди носители якутского языка, то, конечно, им лучше знакомиться со священными текстами вот, на родном языке. Ну и кроме того, будет вот презентация книг
митрополита Илариона Алфеева, самый известный на сегодняшний день богослов наш российский. Книги интересные, написанные у него всегда таким ясным языком. Так что вот так. И, в общем, мы очень надеемся, что мы и радость доставляем, и кругозор расширяем. Иннокентия и выходом к этому дню книги пророка Иона, впервые переведенной на русский язык. И сердечно благодарю дорогого владыку за всемирную поддержку нашей переводческой работы. Люнера Бахарар Болбута, Джанна Тамара Кенеттенеккихи, Кая, Буянюняй Тухуттан Тухта, Олусабардын Дуден Иппыта, Нахабардым, Дебита Йона, Камаян Лясыстым, Аноха Аитын Кинехат Бите, Игорюнен Баран Катан Калбыт От Сырын Ахиян. Благодарю сердечно вас, Юлиоша, за терпение, за ту мудрость, которая является будущим руководителем и организатором этих переводов. Мы поставили задачей увидеть еще при нашей жизни Бога и духовный перевод книг Священного Писания, Библии. Очень верю, что так и получится. Милостью Божией и Богу помощью. Спасибо. Один месяц, в прошлом году в августе. Почему август? Потому что море лаптев только к августу тает полностью. А до этого, там в июне, там еще лед лежит, поэтому опасно выходить на лодке. Поэтому нас попросили, порекомендовали приехать в августе. А в сентябре уже начинается у них начало зимы, уже шторм, там погода начинает портиться. И опасно вообще, можно не уехать. Вообще, очень труднодоступное село. Можно либо на вертолете, либо морем открытым на моторке, либо вездеходом. За последние 24 часа в Якутске уже очень много произошло, о чем я вам расскажу чуть позже. А пока я вам расскажу о той музыке, которую я вам только что сыграл. Вот только что это была народная песня из Армении, где я первый раз побывал в жизни в прошлом году, и меня там научили вот этой очень... Я услышал эту очень красивую песню, мне захотелось ее выучить. А до этого это была музыка тюркских народов Сибири. Первая композиция была навеяна музыкой из Алтайского края, а вторая песня это древняя народная песня из внутренней Монголии под названием «Конгурей», «Где ты, моя родина?». А научили меня ее в Тыве совсем недавно. Вот так получилось, что в этом году я уже побывал почти во всех странах тюркско-монгольской группы, и вот Якутия тем знаменательна сейчас для меня, что она как бы закрывает вот это кольцо. И вот именно 19-й год прошел для меня под эгидой познания культуры и музыки, особенно этих народов, потому что музыка и кулинария, кухня — две вещи, которые
вот они идут прямо сразу в подсознание человека, минуя наши мысли, минуя наш мозг. И мне удалось это сделать уже в Якутии тоже. Я отведал прекрасной якутской кухни сегодня. И уже это сейчас была вторая коллаборация, второй такие джем-сейшн с якутскими музыкантами за последние 2 суток. Так вот я этим и занимаюсь. Езжу из страны в страну и собираю музыку, вот как люди собирают магнитики. Минимально. Я вот с вами минимально электроники езжу, я тоже там пару штук программы поддал. Нам интересно просто. Я могу классические, без ничего сыграть, классические концерты. Все, что хотите авторские, вот это здесь кто-то старый, там у меня современная музыка для виолончели авторская, но нет, Ну, этот форум играет такую очень большую роль в духовном Он более имеет просветительскую направленность для молодежи в современном мире, погрязшем, так сказать, в грязи. Можно сказать, мы находим какой-то светлый путь и рассказываем это другим подросткам, таким же, как и мы, и показываем, что православные люди, они тоже люди, и подростки бывают такими же. Ну, я говорю. То есть это, многие люди считают это ненормальным. Они считают православных людей очень скучными, замкнутыми. То, что они думают, что у нас одни запреты, то есть мы не можем сделать так, сделать по-другому. Но, в принципе, в этом есть доля правды. У нас У вас другие ценности. Да, у нас другие ценности, и у нас такие более возвышенные, более духовные. Да, более духовные ценности, нежели материальные, какие-то более мирские. Даже как-то не то, что сильно духовные, а я бы назвала это как-то ты совершенствуешь себя изнутри, и таким образом ты объединяешься с другими людьми, которые тоже самосовершенствуются, так сказать, внутри. И так вы объединяетесь, можете улучшить мир вокруг себя, улучшая себя, так сказать. И так и жизнь становится легче, ярче, интереснее, и новые друзья появляются. Ребят, расскажите, пожалуйста, про Свято-Иннокентийский форум. Я считаю, что форумы такие, как Свято-Иннокентьевский, очень полезны для молодежи в плане просвещения, эрудиции в том числе тоже. То есть молодежь приезжает, узнает больше о истории, так сказать, республики, потому что все-таки это довольно-таки историческая личность. Вот. Также Познавательно. и вот квесты, да, которые были на этом форуме, тоже довольно-таки помогают познакомиться с городом, с сооружениями историческими, такие вот как храмы все-таки. Вот. А что больше понравилось в программе? В программе все насыщенно довольно-таки, то есть и презентация книги, и в заключение, да, вот концерт Яна, тоже довольно интересно все это наблюдать. Также общение друг с другом, новые знакомства, это все очень здорово. Еще приедете? Да. Отлично, всего успехов вам. Саш, привет. Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, о том, какова роль Свято-Иннокентийского форума в жизни молодежи. Свято-Иннокентьевский студенческий форум проводится в Якутии уже 8-й раз, и его роль играет в том, что для подрастающего поколения в истории Якутии и святителя Иннокентия, как он просвещал нашу Сибирь, по каким стопам шел, и по переводу с русского на якутскую литературу и церковное писание. Наш форум включает в себя не только историю, но и для того, чтобы сплотить всех студентов республики
в одно целое, чтобы все подрастающее поколение было мирное и дружное, как бы. И для меня студенческий форум играет роль, как для всех остальных, это дружеское отношение между семинаристами и республиканскими студентами. Также этот форум, я его уже посещаю второй раз. И он для меня очень важную роль играет в моей жизни. Спасибо. Вот. А покажи, пожалуйста, футболку. Вот. Здорово, здорово. Все, спасибо тебе.